Всем мира, друзья! Сегодня речь о Казанском ханстве в период правления двух ханов крымской династии Сахибе и Софи-Гиреях. Поехали! В истории Казанского ханства мы остановились на событиях 1521 года, когда Казанский трон в результате переворота занял Сахиб-Гирей. Напомним, что цепочка наследников основателя Казанского ханства прервалась на Мухаммад-Амине, и на трон с помощью Московии был возведен Шах Али, или Шигалей, как его именовали на русский лад. Шах Али был чингизидом ветви, которая правила в Большой Орде до ее развала и была враждебна крымским чингизидам Гиреям. Напомним и о Гиреях. Основателем династии татарских ханов Гиреев, правивших в позолотоордынских государствах вплоть до конца XVIII века, был Хаджи Гирей. В 1430-40-х годах при поддержке знатных татарских кланов Ширин и Барын он добился независимости северо-причерноморских территорий от Золотой Орды. Позднее, кроме трона в Крыму, представители этой династии занимали также престолы Астраханского и Касымовского ханств. В Касымове правили Нурдавлет и его сыновья Сатылган и Джанай. Более подробно о Крымском ханстве наши 19 и 20 выпуски, а о Касымовском ханстве выпуск номер 16. Сахиб-Гирей родился в Крыму, здесь он провел детство и юность. В 1510-11 годах он сопровождал свою мачеху, нагайскую татарку царицу Нур-Султан, в ее дипломатической поездке в Москву и Казань, где она встречалась с великим князем Василием III и своим сыном, казанским ханом Мухаммад-Амином. Эта поездка завершилась подписанием мирного договора между Крымом, Казанью и Москвой, чему в немалой степени способствовал и другой сын Нур-Султан Абдул-Латиф, в то время проживавший в Москве. Итак, Шах Али в Казани ненадолго стал ханом в 1519 году. Новый правитель не был популярен среди казанских татар и опирался на поддержку военного отряда во главе с русским послом в Казани Карповым, по сути управлявшим делами татарского государства. Поэтому татарами в Казань из Крыма был послан царевич Сахиб-Гирей, который вскоре при активной поддержке местного населения в 1521 году занял Казанский престол. С его правлением влияние Москвы на Поволжье ослабляется. Ярко выраженная прокрымская политика позволила укрепиться крымской династии в Среднем и Нижнем Поволжье. Проблемы начались со смертью Мухаммад-Гирея I, крымского хана и весьма активного политического деятеля. Обеспокоенные усилением крымского хана, нагайские мурзы напали на него и убили. Сахиб-Гирей потерял крымскую поддержку, поскольку новый хан Крыма, Саадат-Гирей, на данном этапе не желал обострения отношений с Москвой. Именно в это время Казани требовалась военная поддержка Крыма. И тем не менее в Казань все же был направлен военный отряд. Но он был невелик, и после стычек с касымовцами лишь часть его во главе с 13-летним царевичем Сафа-Гиреем пробился к Казани. Сахиб-Гирей попросил помощи напрямую у турецкого султана, но османов тогда не интересовало Среднее Поволжье. Василий III в конце 1524 года, собрав большое войско, выступил на Казань. В это время Сахиб-Гирей покидает Казанский престол под предлогом хаджа к святым местам, оставив вместо себя своего племянника Сафа-Гирея. Причин отречения от Казанского престола называют несколько. Это и страх перед русским вторжением, и попытка самолично добиться реальной помощи у турецкого султана. В 1538 году Сахиб-Гирей самолично в письме к Ивану IV называет истинную причину – желание возвратиться в Крым. И действительно, он в скорости стал крымским ханом. Существует мнение, что причиной ухода Сахиб-Гирея с престола стали его противоречия с казанской знатью. Так или иначе, на Казанском престоле утвердился другой представитель династии – Гиреев Сафа. Сахиб-Гирей же, прибыв в Крым, по свидетельству местных историков, отправился в паломничество к святым местам, а после был принят турецким султаном Сулейманом и жил при дворе. Впрочем, есть сведения, что, прибыв в Крым, Сахиб-Гирей вызвал недовольство своего старшего брата Саадат-Гирея, и хан заключил Сахиба в тюрьму, в которой он находился до осени 1524 года и откуда после освобождения переселился в крепость Кыркер. Что же касается казанских дел, то Василий III вознамерился нанести решающий удар по Казанскому ханству. Для этого были собраны значительные силы – 150 тысяч воинов, которых возглавил касымовский хан Шах Али. Новый казанский хан Сафа-Гирей был энергичным и
талантливым полководцем и дипломатом. Поэт Шериф Хаджи Тархани называл его обладателем сабли и пера, источником благородства и щедрости. Будучи не только аль-Гази, то есть великим воителем, как его называли казанцы, Сафа-Гирей ратовал и за развитие науки и просвещения в государстве. Так в годы его правления активно творили казанский ученый Аль-Хаджи Атмаджи, автор сборника правил науки и арифметики, и казанские поэты Мухаммадьяр и Сиид Кул-Шариф, который погиб в октябре 1552 года при обороне Казани. Проявив незаурядные способности, правитель организовал отпор русскому наступлению, сумев отстоять независимость ханства. Обе воюющие страны понесли большие потери и заключили перемирие. Вскоре Василий III вновь попытался решить проблему военным путем. Весной 1530 года флотилия и конная рать были направлены на Казань. На помощь казанцам пришли нагайцы, марийцы и астраханцы. У стен Казани произошли ожесточенные бои. Лишь 30 июля русские воеводы согласились на перемирие, удовлетворившись данью. В январе 1532 года войска Сафа-Гирея предприняли крупномасштабное вторжение в русские земли. Это вызвало протест казанцев, недовольных агрессивным поведением Сафа-Гирея. Уже весной 1532 года произошел дворцовый переворот, и многие крымцы и нагайцы из окружения хана были перебиты. В июне 1532 года на трон был посажен брат Шах-Али, 15-летний касымовский царевич Джан-Али. А над Казанским ханством вновь был установлен московский протекторат. В декабре 1533 года умер Василий III, а великим князем стал трехлетний Иван IV. Этим воспользовались сторонники избавления Казанского ханства от вассальной зависимости. Летом 1534 года в Казань возвратился Сафа-Гирей, который восстановил свои ханские полномочия. Его младшей женой вскоре стала овдовевшая Сюембике, чей муж Джан-Али был убит в 1535. Начались широкомасштабные походы на русские земли, прекратившиеся временным перемирием сторон в конце 1537. 10 марта 1538 года при посредничестве крымского хана Сахиб-Гирея начались мирные переговоры. Осенью 1939-го Сафа-Гирей прервал мирные переговоры и возобновил походы на Московию. При этом он стремился заручиться поддержкой Ногайской Орды, Астрахани, Крыма и Литвы и координировал с ними свои действия против Москвы. В своем хвалебном письме польскому королю и великому князю литовскому Сигизмунду I Сафа-Гирей сообщил, что землю московскую завоевал и спустошил. Замки и СМИ иншии побрал и иншии попалил. В 1545 году повзрослевший великий князь Иван IV взял бразды правления Московией в свои руки. Одним из первых самостоятельных действий 14-летнего правителя стал поход на Казань. 2 апреля 1545 года по Волге, Вятке и Каме на Казань были направлены судовые рати. В Казани уже успели позабыть о том времени, когда русские войска подходили к городу, поэтому атака с реки была полной неожиданностью. Автор казанской истории отмечал, что воеводы, шед повоевавшие многие казанские области, кровью наполниша черемисские поля и земли варварские, побитые мертвецами. Хотя в целом успех русских войск был незначителен, тем не менее для судьбы ханства он имел самые драматические последствия, так как неожиданное нападение русских хан посчитал результатом предательства местных татар. Противоречия между казанскими и крымскими татарами обострились, а многие представители оппозиции перешли на службу великому князю Ивану IV. В мае 1541 года князь Булат и ряд заговорщиков тайно прислали в Москву своих представителей и просили направить к Казани русские рати. Посланцы жаловались боярам, а царя ныне казанским людям вельми тяжко. Русские пообещали поддержать заговорщиков. Переворот произошел в начале января 1546 года. Казанский летописец тогда писал: «Восстав в Казани в вельможах, во всем народе и во всем люду казанском смятение великое, воздвигавшего крамолу все соединение больше и меньшее на царя своего Сапкирея и свергши его с царства». Многие крымцы были перебиты тогда, а Сафа-Гирей вынужден был уйти к ногайским татарам.
12 января 1546 года в сопровождении русского военного отряда во главе с князем Бельским в Казань прибыл шах Али. Но уже через месяц под угрозой заговора он бежал на Русь. При активной поддержке ногайских татар в Казани вновь воцарился Сафа-Гирей. Став ханом в третий раз, он решил навсегда покончить с какой-либо оппозицией. Физическому истреблению подверглись все, кто не встал открыто на его сторону. Оставшиеся в живых ушли в Московию, где были приняты на русскую службу и использовались в борьбе против Казани. В начале марта 1549 года Сафа-Гирей умер. В Казани воцарился малолетний Утямыш-Гирей. Иван IV незамедлительно воспользовался этим, и в июле 1549 года в Москве состоялось заседание Боярской думы, на котором было решено окончательно завоевать Казанское ханство. В январе 1550-го 60-тысячное русское войско двинулось к Казани. Однако во время неудачного приступа русского града Невзямши победа досталась казанцам. Ивану стало ясно, что для завоевания Казани необходима опорная база близ города. Обсудив этот вопрос с воеводами и служилыми татарами, он принял решение воздвигнуть таковую на горной стороне Казанского ханства в устье Свияги. Наступление началось 16 мая 1551 года, а уже 30 июля было завершено строительство Ивангорода, позднее названного Свияжском. Столь неожиданное и быстрое возведение русской крепости вблизи Казани произвело ошеломляющее впечатление на казанских татар. Дух русско-татарского воинства, боровшегося с войсками хана Утямыш-Гирея, наоборот, сильно окреп и возрос. Население же горной стороны Казанского ханства начал бить челом русскому царю, хотя служите, что привело к ее присоединению к русскому государству. Успешные действия русских войск во время кампании 1551 года наглядно продемонстрировали, что правительство крымского улана Кучака и регенша Сюембике, матери Утямыш-Гирея, не в состоянии были обеспечить безопасность страны, вследствие чего противоречия между казанскими и крымскими татарами заметно обострились. Опасаясь казанцев, многие крымцы во главе с уланом Кучаком попытались покинуть страну, однако были перехвачены русскими, частью перебиты, а частью взяты в плен и отправлены в Москву. И там уже после отказа креститься казнены. Бегство из Казани крымских татар создало условия для начала мирных переговоров между Казанью и Москвой. Русские дипломаты настояли на том, чтобы пятилетний хан Утямыш-Гирей и его мать Сюембике были смещены и отправлены в Москву. Казанцев обязали выдать русским также всех иных оставшихся в ханстве крымцев. Ханом Казани уже в третий раз был объявлен русский ставленник шах Али. Друзья, обязательно пишите в комментариях ваши отзывы о наших выпусках. Делитесь своими мнениями, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на наш канал. В будущих выпусках мы продолжим разговор о взятии Казани 1552 года. С вами был Ренат Хабибуллин и татары сквозь время. Ассаламу алейкум, сау был раз и до новых встреч. Пока.